Одного из участников антикитайских протестов в Казахстане доставили в суд из спецприемника в прединсультном состоянии. Все закончилось скорой. Не дали с собой сигнальные листы сюда, чтобы я доказал, что я в тюрьме умираю. Мигранты из стран Центральной Азии в подмосковном центре депортации Суфсик нуждаются в самом необходимом и не видят выхода из сложившейся ситуации. Эксклюзивный репортаж Мусы Казакова из закрытого учреждения. Вообще безвыходное положение сейчас какое-то, я даже сам не знаю. К Валентине Валентине обращались? Да. Ага, она что говорит? Как говорит, 2 года сидеть. Афганские дети собирают в парикмахерских остриженные волосы и сдают их китайцам по цене $40 за килограмм. Так я зарабатываю на еду. У меня младший брат и 5 сестер. Отец работать не может, мама не выходит из дома, поэтому приходится мне. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. С подозрением на инсульт прямо из городского суда Алматы гражданского активиста Геннадия Крестьянского увезли на скорой помощи в больницу. Сегодня суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу по поводу его ареста на 15 суток за участие в антикитайском митинге. Но процесс не состоялся. Ранее при рассмотрении дела в суде первой инстанции Крестьянскому уже вызывали медиков скорой помощи, которые зафиксировали у подсудимого гипертонический криз. Шалпана Разбекова с подробностями. Это вы такого человека судить собираетесь? Это Гена, что, ненормально, что ли? В таком состоянии судебные приставы буквально втащили Геннадия Крестьянского на апелляционные слушания. Просидев пару минут на скамейке, Крестьянский уже в зале суда потерял сознание. Собравшиеся напуганы и возмущены. Группа поддержки, коллеги-активисты и правозащитники тут же подняли шум. А почему тогда ему полиция свежие следы от системы? Почему? Объясните. Значит, они его прокачивали, что Полиция Казмедтире. Сам Крестьянский, судя по его состоянию, говорить не мог. Из последних сил успел сказать, что у него имеются справки о том, что в таком состоянии он пребывает уже несколько дней. Не дали с собой сигнальные листы сюда, чтобы я доказал, что я в тюрьме умираю. Присутствовавшие на суде общественники потребовали допросить полицейских, которые привезли Крестьянского из спецприемника. Но последние, увидев происходящее, были удивлены не меньше активистов. По их словам, еще несколько минут назад подсудимый был в полном порядке. Я его не в таком состоянии привозил. Он сам пришел на ногах. У него было хорошее самочувствие, он сам пришел. Все началось у него уже здесь. С трудом, но госпитализировать гражданского активиста все же удалось. Больного вынесли на носилках, а медики скорой помощи заподозрили у Крестьянского прединсультное состояние. Подозрения медиков позже не подтвердятся. Его не госпитализировали, его выписали амбулаторно, потому что не было для госпитализации никаких. В пресс-службе полиции Алматы ответить на вопрос, в каком состоянии Крестьянский отбывает административный арест, отказались. Не подтвердили информацию о голодовке активиста. О том, что Крестьянский отказывается есть вот уже несколько дней, он сам рассказал врачам скорой помощи. Между тем, правозащитники считают, что Крестьянский действительно не может находиться длительное время в спецприемнике. Ранее он уже перенес микроинсульт. Его приговор общественники называют незаконными. Мол, к митингам Геннадий Крестьянский никого не призывал. Доказать обратное правоохранительные органы так и не смогли. Однако Крестьянского все же привлекли к аресту на 15 суток. Конечно, есть люди, которые выходят на митинги по призыву Мухтара Аблязова, но большинство людей, которые недовольны происходящим в стране, то есть не по чьей-то подсказке, а по своей воле. А недовольны люди разным. Например, среди недовольных родители школьников. Им не нравится, по каким методам и книгам обучают их детей. Многодетные матери и другие. Но это не значит, что каждый недовольный сторонник Аблязова. Сегодня также была рассмотрена апелляция еще одного участника антикитайского митинга в Алматы. Андрей Походный также был привлечен к административному аресту на 15 суток. Апелляционный суд решение первой инстанции оставил без изменений. Напомню, за несколько дней до митингов, выйти на который 21 сентября призывал Мухтар Аблязов, казахстанские власти задержали свыше 50 активистов. Шолпана Разбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. Я напомню, в минувшую субботу в Казахстане прошли антикитайские митинги. На акции протеста призывал выйти людей лидер запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор» Мухтар Аблязов. Правда, государственные СМИ задержание десятков людей оставили без внимания. О том, как освещались эти события в Казахстане, расскажет моя коллега Джазгуль Гимбердиева. Сколько можно терпеть? Сколько можно терпеть? 21 сентября про акции протеста первыми написали казахстанские независимые информагентства. Задержания начались после полудня. К этому моменту 4 автозака, полностью заполненные задержанными, отъехали с места событий. В Алматы в центре города задержали почти 25 человек, которые направлялись на акцию протеста.
Из двух столиц Нур-Султана и Алматы прямые трансляции вела казахстанская служба «Радио Свободы». На этих кадрах видно, что происходящее снимают и журналисты местных изданий. Однако 21 сентября ни один государственный телеканал митинги в своем эфире не показал. На следующий день, воскресенье, итоговая программа телеканала «Астана» также умалчивает об акциях протеста. Зато в эфир попадает новость об опальном политике Мухтаре Аблязове, который ранее призывал людей выйти на акции протеста. Точнее о том, что Генеральная прокуратура работает над его экстрадицией из Франции. Почти все преступления экс-главы БТА уже доказаны, и в уголовном деле опального олигарха нет никакой политики. В воскресной итоговой программе главного правительственного телеканала «Хабар» также ни слова о прошедших митингах. В понедельник в утреннем и дневном выпусках новостей эта тема вновь игнорируется. Ровно половина 10-минутного эфира посвящается визиту Токаева в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И только вечером понедельника главный государственный телеканал наконец вспомнил про задержание. В МВД говорят, что задержание людей, поддавшихся на провокации движения ДВК, запрещенного и признанного экстремистским в Казахстане, проводились максимально корректно, без применения специальных средств. В этом выпуске осуждаются протестные настроения многодетных семей. Квартиры просят на безвозмездной основе и исключительно в столице. Другие семьи обманывают государство по-другому, мошенничая с документами на получение АСП. При этом государственный телеканал рассказывает, что 21 сентября полиция задержала всего 57 человек. Редакторы частного телеканала КТК спустя 2 суток также вспомнили о прошедших митингах и озвучили другие цифры. Около 100 человек задержали полицейские на несанкционированных митингах, которые прошли в нескольких городах страны. Из них под арестом остались 9 человек. Неудивительно, что все новости казахстанцы получают из соцсетей. Там же идут и наиболее жаркие дискуссии. Жазгуля Гимбердиева, Тимур Тимаев, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия. В Туркменистане наблюдаются серьезные перебои с обеспечением автомобильным топливом. Как сообщают корреспонденты радио «Азатлык», проблем с бензином нет только в столице страны Ашхабаде и в Гокдепе, родном городе президента Гурбангулы Бердымухамедова. Там есть все марки бензина. Нехватка топлива наблюдается уже даже в пригородах этих городов. Азатлык сообщает, что автомобилисты выстраиваются в длинные очереди, чтобы купить бензин марки А80. В Балканабаде бензин на А92 и А95 нет вообще. Жители Ахалского вилаята ездят за бензином в Ашхабад, но на въезде в город стоит дорожная полиция, которая за взятку в 20 манатов разрешает проехать в столицу. Нехватка бензина в Туркменистане в последние 2 года наблюдается регулярно. По мнению наблюдателей, дефицит топлива может быть связан с увеличением объемов экспорта за рубеж, поскольку низкая стоимость топлива на внутреннем рынке не приносит прибыли. И в том же Туркменистане за последнюю неделю вдвое выросли цены на хлопковое масло с 6 до 11-13 манатов за литр. На многих рынках масло и вовсе исчезло с прилавков. Практически не купить в магазинах и другие продукты питания, в частности куриные яйца. Люди выстраиваются в длинные очереди. При этом сотрудник Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана в беседе с корреспондентом Азатлыка рассказал, что обеспечение жителей Ашхабада продовольствием перед Днем независимости страны – приоритетная задача властей. Чиновники, как правило, не комментируют дефицит или подорожание продуктов. Отмечу, в Туркменистане на протяжении последних 2 лет наблюдается непростая экономическая ситуация. Материальная помощь землякам, которые находятся в депортационном центре в Подмосковье – это то немногое, что могут предложить мигранты своим соотечественникам, попавшим в сложную ситуацию. Правозащитники помогают и юридически. Наш корреспондент побывал в Суфсиге, в Сахарове, рассказывает Муса Казаков. Мигранты в Москве собрали гуманитарную помощь для заключенных депортационного центра Сахарова. Сбором средств занимались правозащитники и активисты, кинули клич в социальных сетях. Отозвалось множество людей, кто-то помог деньгами, кто-то продуктами и вещами. Недостающие докупали на рынке Фуд-Сити. К сожалению, на профессиональные камеры на рынке снимать запрещают, поэтому видеосъемку вели с телефона. Подобная акция не единоразовая. Правозащитники устраивают ее 4 раза в год. Таким образом делают заключенным депортационной тюрьмы небольшой праздник. Люди радуются простым вещам, таким как носки, нижнее белье, средства гигиены, ну и, конечно, продукты. На выделяемые государством 105 рублей в день на человека вкусно не поесть. В Суфсиге есть люди со всего постсоветского пространства и даже из Африки. Кроме быта, у ожидающих депортацию есть масса других проблем правового характера. О своих бедах с надеждой, граничащей с отчаянием, рассказывают правозащитникам. Бахтиер попросил не показывать своего лица. Он боится, что его увидит больная мама.
Мужчина уже год в субсидии и просидит еще столько же. Депортировать его не могут. На нем висит штраф в 200 тысяч рублей. Но и после освобождения у него всего 10 дней на то, чтобы уехать из России. И тут начинается замкнутый круг. Не заплатив штраф, его не выпустят. И тогда он снова может вернуться на 2 года в СУФСИГ. Просто вообще безвыходное положение сейчас какое-то, я даже сам не знаю. К кому обращались? К Валентине Валентине обращались? Да. Ага, она что говорит? Она говорит тоже, как говорит, 2 года сидеть. У этой девушки из Кыргызстана, она тоже отказалась называть имя, утерян паспорт. В субсидии она уже месяц. Депортировать ее не могут, потому что на нее завели уголовное дело, которое предусматривает денежный штраф в виде наказания. Без паспорта из страны не выехать. И теперь она тоже в законодательном капкане. Мне предоставили бумагу, которой я сюда приехала, все. Не то, что регистрация, то, что выезда нету. Но до этого все было, но почему-то. Подобных историй здесь десятки. Люди годами пребывают в депортационном центре, больше напоминающем тюрьму, с решетками на окнах и дверях. Администрация лишь разводит руками. Закон суров, но это закон. Тех, кого могут, они отправляют на родину. И с охотой пропускают правозащитников. Быть может, кого-то действительно удастся вытащить. Ведь каждый заключенный обходится ежемесячно 58 тысяч рублей. Дешевле отправить их домой. Объективно сложно обжаловать эти штрафы. И в то же время сохранение этих штрафов, оно абсолютно бесполезно, потому что люди будут сидеть здесь 2 года 10 дней и выйдут на порог, так и не заплатив штраф. Потом их снова привезут сюда, и они опять будут сидеть 2 года 10 дней, и так они оплатят штраф. Как бы то ни было, у мигрантов выдался хороший день. Получать подарки в застенках особенно приятно. Муса Казаков специально для программы «Настоящее время Азия», Россия, Московская область. Навальный на минималках так шутливо комментирует видеорасследование бывшего депутата Ширины Айтматовой в Кыргызстане. Гражданская активистка организовала движение, которое, по ее задумке, поможет обновить политические кадры. Первый ролик Айтматова посвятила депутатам-олигархам, которые, по ее словам, протащили нужные законопроекты и заработали на этом сотни миллионов сомов. Зачем дочь известного писателя занимается антикоррупционными расследованиями, выясняла Джибек Бегалиева. За комментариями бывшего спикера парламента Турсунбекова сегодня съехались многие журналисты. Кыргызские депутаты снова в центре скандала. Этот созыв парламента как только не называли и самым богатым из-за количества олигархов, и самым непопулярным, и даже самым необразованным. Но значительная часть депутатов, которые заседают сейчас во фракциях Джугурку Кенеша, работали еще в предыдущем 5-м созыве. И уже тогда там были коррупционные скандалы. Мало кто помнит, как оппозиционный парламентарий Джилдыскан Джилдошева заявила, что даже бутилированная вода, которая поставляется в парламент, производится компанией одного из депутатов-бизнесменов. Позже в управделами поставщика поменяли, но сейчас депутатов-миллионеров обвиняют уже в том, что они захватили национальные рынки. Чыныбай Турсунбеков и еще несколько его коллег, по версии гражданских активистов, взяли под контроль весь мукомольный бизнес и даже более того, лоббировали постановление, которое полностью освобождало импортное зерно от уплаты налогов. Именно из заграничной пшеницы производится почти вся мука, которую покупают кыргызстанцы. В итоге государство, по мнению расследователей, потеряло как минимум 650 миллионов сомов или почти 10 миллионов долларов. Я, наверное, удачный бизнесмен, я, наверное, неплохой политик. Везде я нахожу свое место. И в бизнесе нашел свое место, и сегодня политика имеет свое место. Поэтому, наверное, кому-то или завидно, кому-то еще что-то. Ну, короче, конечно, за мной следят, хотят найти мои недостатки и на весь мир объявить, вот Турсунбеков такой плохой человек. Турсунбеков утверждает, что закон об отмене НДС на ввоз зерна был правильным и что документ нужен был для защиты отечественных предпринимателей. Сам политик бизнесом якобы давно не занимается. Я на доверительное управление отдал, они работают, слава богу, и справляется со всеми трудностями. Ширина Айтматова, которая опубликовала все эти данные, считает, что ее бывшие коллеги постоянно протаскивают через парламент нужные для своего бизнеса законопроекты. Свои антикоррупционные расследования экс-депутат готовит к публикации в этом частном доме. И вот здесь мы как раз снимаем вот здесь вот. У нас даже стола нет, у нас есть только вот эта белая штука, которую мы ложим на стол, потому что денег нет, и все это, в общем, как ржут надо мной в интернете, что Навальный на минималках. Но в отличие от российского оппозиционера, участвовать в выборах Ширин не собирается. Цель ее движения – через антикоррупционные расследования рассказать как можно больше о партиях и политиках, которые будут участвовать в следующих парламентских выборах. Конечно, боюсь.
Ну, все мне пишут, вот тебя сейчас грохнут. Конечно, переживаю, и за детей своих переживаю, да. Ширин сама была депутатом предыдущего созыва парламента. За откровенность в Твиттере, активную позицию по многим социальным вопросам и за аполитичность ее часто называли белой вороной. И вот спустя, после долгой паузы, Ширин впервые публично рассказывает, почему все эти годы она молчала и зачем она теперь тратит свое время и деньги на политику. Ну, потому что я 3 года была жертвой страшных гонений. Я вкладывала свои деньги. Этот бизнес забрали чиновники, которые связаны с таможней. Это были страшные годы. Я тогда не то что о других, я тогда о себе даже я даже не представляла, как выжить. И это в корне изменило мой подход к жизни, к политике. Бизнес, который создал ее муж, рассказывает Ширин, рейдерским способом отобрали. Вместе с 2 детьми они остались вообще без средств к существованию. Вообще, это значит даже без денег на еду. Потому что они вынудили, да, в конце, дожали нас, чтобы мы продали им за копейки, и еще эти деньги даже не отдали, скажем, да. И в этом участвовали и черные, и красные, и те люди, которые раньше руководили властью. И просто это был левиафан моей жизни. Никто не помог. Все подробности этой истории Ширин обещает рассказать позже, а пока она готова заниматься расследованиями на другие темы. Говорит, что готовит для кыргызстанцев настоящую сенсацию. Джибек Багалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Азия. Бишкек. Кыргызстан. Смотрите далее в нашей программе. Афганские дети собирают в парикмахерских остриженные волосы и сдают их китайцам по цене $40 за килограмм. Так я зарабатываю на еду. У меня младший брат и 5 сестер. Отец работать не может, мама не выходит из дома, поэтому приходится мне. Поход не удался. Правоохранительные органы Узбекистана задержали журналиста Махмуда Раджаба и его родных, которые отправились пешим ходом из Хорезма в Ташкент. Репортеры и его семья намеревались встретиться с главой МВД Пулатом Бабаджановым и рассказать им о беспределе его подчиненных в Хорезмской области. В итоге они прошли менее 50 километров, их задержали, затолкали в автобус и увезли в милицейский участок. Акрам Дукахор продолжит. Пеший поход закончился ровно в полдень. Ближе к 12 дня в Фейсбуке прервалась онлайн-трансляция Нафусат Олушукуровой, которая освещала пеший поход. Именно благодаря блогеру о преследовании Махмуда Раджаба узбекистанской милиции и его походе в Ташкент узнали по всему миру. По рассказам очевидцев, журналиста вместе с 2 десятками родственников люди в штатском затолкали в спецавтобус и увезли в неизвестном направлении. Перед этим на Махмуда Раджаба и его соратников напала неизвестная женщина, которая пыталась спровоцировать потасовку. О судьбе участников акции протеста сообщила радио Узудлик. Как оказалось, после задержания Махмуда Раджаба и его родственников доставили в УВД Хорезмской области. Известно, что в отношении задержанных были составлены административные дела. Судебный процесс прошел сегодня рано утром. Махмуду Раджабу с Нафусат Олушукуровой назначили 10 суток ареста. 10 родственников журналиста оштрафовали. В распространенном сообщении властей говорится, что Махмуд Раджаб нарушил закон о проведении демонстраций. С ними встретился хоким города Ургенча. Несмотря на то, что чиновник объяснил им, что для проведения демонстрации необходимо получить соответствующее разрешение, и что такие акции не должны оказывать негативное влияние на образ жизни остальных людей, участники пешего хода с целью дискредитации авторитета государственной власти преднамеренно пытались подорвать веру граждан в свое государство. Преследования хорезмского журналиста Махмуда Раджаба начались весной этого года. При возвращении из Стамбула таможенники обнаружили у него книги оппозиционного политика Мухаммада Салиха. Литературу у журналиста изъяли и возбудили уголовное дело о контрабанде. Задерживать его, правда, не стали. Однако после этого Раджаба многократно вызывали на допрос. 21 сентября домой к журналисту приехали милиционеры, которые попытались задержать его, но неожиданно столкнулись с жестким сопротивлением со стороны его соседей. После этого Махмуд Раджаб вместе с родственниками решился на пеший поход в Ташкент. Нашему терпению пришел конец. Мы устали от гнета и беспредела со стороны сотрудников УВД Хорезмской области. Мы решили отправиться пешком в столицу, так как не получили ни одного ответа на свои обращения в вышестоящие инстанции в Ташкенте. Наша цель — дойти до столицы и лично встретиться с министром внутренних дел Пулатом Бабаджановым. Меня необоснованно оклеветали, я не смог доказать свою невиновность в Хорезме, поэтому мы решили отправиться в Ташкент.
Тем временем Мухаммад Салих, автор запрещенной книги, за которой журналист подвергся уголовному преследованию, называет действия властей началом репрессий против оппозиции. Лидер народного движения Узбекистана связывает эти события с предстоящими в декабре парламентскими выборами. Занимается делом Махмуда Раджаба СМБ сегодня. Они приказывают милиции, чтобы они задержали его, чтобы они привлекали к ответственности. То есть это политическое дело. Начинается новый виток борьбы с узбекской оппозицией. Уже снова оппозиция объявляется врагом нации и врагом сегодняшней власти. В свою очередь, правозащитники заявляют, что в случае признания журналиста Махмуда Раджаба виновным по статье о контрабанде, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Казахстанский лоукостер Fly Air в четвертом квартале нынешнего года начнет летать из Нур-Султана в Москву. Об этом сообщил президент Air Astana Питер Фостер. Fly Air является бюджетным подразделением казахстанского национального авиаперевозчика. Какой именно из московских аэропортов станет партнером Fly Air пока неизвестно. Недавно Air Astana объявила о переводе своих московских рейсов из аэропорта Шереметьево в Домодедово с 27 октября этого года. Изменение маршрутов в новую воздушную гавань пройдет без перебоев в расписании. Таким образом, уже вскоре 11 еженедельных рейсов в зимний период из Нур-Султана и 14 аналогичных рейсов из Алматы будут совершаться в Домодедово. Смена базового аэропорта в Москве связана прежде всего с подписанием кодшерингового соглашения с авиакомпанией S7, для которой Домодедово является одним из аэропортов базирования. Питер Фостер также не исключил, что в будущем Fly Air может стать отдельной самостоятельной авиакомпанией. Ситуация в Афганистане остается крайне нестабильной. Переговоры между американцами, правительством и талибами в тупике. Жители страны зачастую выживают как могут. Местные дети нашли себе способ заработка. Они собирают человеческие волосы и продают их китайцам на парики, рассказывает Сергей Хиршфельд. Эсматула роется в мусоре на кабульской свалке в поисках обрезков волос из парикмахерских, чтобы прокормить семью. Так я зарабатываю на еду. У меня младший брат и 5 сестер. Отец работать не может, мама не выходит из дома, поэтому приходится мне. За каждый килограмм эсматуле покупатели, такие как Джамшид, платят от нескольких тысяч афгани или $40. Все зависит от качества волос. Рыжие волосы дешевле, черные дороже. Чем чище, тем цена выше. В основном волосы экспортируются в Китай, где из них делают парики или используют для наращивания. В афганской столице продажей волос занимаются почти 20 фирм. Азизула взвешивает и упаковывает волосы перед отправкой в Китай. Я отделяю качественные волосы от плохих. Рыжие и седые выбрасываю. Парикмахеры и цирюльники, которые тоже занимаются этим бизнесом, делают скидку клиентам, если те разрешают им продавать свои волосы. Я не хочу выбрасывать волосы, поэтому принесла их на продажу. Это и другим поможет. Бизнес растет, при том, что афганское правительство стрижет с экспорта волос 20% налог. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго. Пожалуй, самым успешным деятелем Рунета является Юрий Мильнер, миллиардер, глобальный инвестор и учредитель научной премии Breakthrough «Прорыв». Я неожиданно натолкнулся на молодой и растущий сектор под названием интернет. Пришел в интернет после макаронной фабрики, по-моему. Имея возможность быть инвестором в Одноклассники, нам стало понятно, что Facebook – это та компания, которая реально может зарабатывать деньги. Я восхищаться Фейсбуком, но я говорить ему «Аривидерчи». Его карьера построена на новаторской фотожурналистике для крупных международных журналов. В журнале «Штерн» меня попросили сфотографировать этого необычного молодого человека. Мы были очарованы этой личностью. Его преследовали слава, скандалы.